Нахожу верных друзей, я себе по всему свету. И вот стал уже взрослее и увидел всю планету. До сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать, научиться танцам, песням. Ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр самый сильный из батыров. Древний миф уральских гор расскажу я всему миру. Я учу башкирский язык, пашпорт телен öğrenem. Я учу башкирский язык, пашпорт телен öğrenem. Хаумагат, хөрмәтле дуслар. Тәүге башкорт теле дәресенә рәхим итегез. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на первый урок башкирского языка. Современный башкирский язык гораздо менее сложен и гораздо более интересен, чем вам может показаться с первого взгляда. Мы намерены вам это доказать. Наши ученики изучат основы башкирского литературного языка в течение 12 уроков. Таныш булайык. Минең исемем Вячеслав Чернев. Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Аладдин Самедов, предприниматель, в 1991 году приехал из Азербайджана и остался жить вместе с семьей в городе Нефтекамск. В 2009 году начал изучать эпос «Урал-Батыр», а в 2011 году перевел его на азербайджанский язык. Когда я прочитал эпос «Урал-Батыр» на русском языке, мне очень понравился. И тогда я решил читать на оригинале. Поэтому я начал с помощью словаря, башкирского русского словаря, читать эпос «Урал-Батыр». И когда мне предлагали участвовать в этом проекте, я дал согласие, чтобы глубже знать башкирский язык. Ирина Сухарева, магистрант Башкирского государственного университета, художественный руководитель студенческого клуба. Занимается международным обменом студентов Уфа-Галле. Интересуется иностранными языками, играет на гитаре и фортепиано. У меня 2 маленьких ребенка, и скоро они пойдут в школу. И у них в школе будет предмет башкирский язык. Я хотела бы быть им полезной в изучении этого языка. И хотела бы сама тоже научиться разговаривать на этом языке. Тимур Абдурахманов, стоматолог, более 14 лет работает в области медицины. В этом году был награжден медалью России за трудовые заслуги. Любит готовить, в свободное время занимается рыбалкой, путешествует. У меня семья многонациональная, папа у меня азербайджанец, мама башкирка. Прожили мы вообще в Средней Азии большую часть своей жизни. И сейчас, общаясь, приехав сюда, хочется знать язык своих предков. Хочется разговаривать с ними, приезжаю в деревню, чтобы не сидеть как белая ворона, которая все понимает вроде как, но при этом разговаривать с ними, общаться не может. А мне хочется выучить язык своих предков, выучить как для себя, так же и привить эту же любовь к языку своим детям. Софья Покровская, корреспондент башкирского спутникового телевидения. Образование педагогическое. Ведет активный образ жизни, любит ходить в поход, путешествовать по миру. Когда интересно что-то человеку, это не бывает тяжело. Вот мне действительно это интересно. У меня куча друзей, носителей языка, и я хочу выучить его, я хочу с ними поговорить на их языке. Это ж клево. Селестин Жульен Райринзатов, аспирант Уфимского государственного авиационно-технического университета. Музыкант, танцор, спортсмен и шоумен. Родом из Мадагаскара. Родной язык – малагасийский. Владеет русским, французским и английским языками. Я как музыкант и танцор, то есть внутри культуры, я уважаю культуру. И тем более язык у вас, башкирский язык, такой мягкий. Мне нравится вот ваш язык. Хоть даже только 2 или 3 урока, если упорно изучать, то это все возможно.
Вполне естественно и традиционно, что изучение любого языка мы начинаем с алфавита. Однако знать, какие в языке есть буквы, не вполне достаточно для того, чтобы на этом языке грамотно общаться. Как вы думаете, что еще необходимо для того, чтобы грамотно, правильно, без ошибок общаться на языке? Тренироваться, наверное. А тренироваться в чем? В произношении правильно. Да, произношение. А что подразумевает произношение? Что мы произносим? Звуки. Совершенно верно. Чтобы правильно, грамотно, понятно изъясняться на языке, мы должны знать, какие в нем есть звуки, и, соответственно, должны знать, как они записываются, как переводятся в буквы. Итак, прежде всего мы должны изучить правила фонетики и графики современного башкирского литературного языка. Современный башкирский алфавит составлен на основе русской графики в 1940 году и включает 42 буквы. Помимо 33 букв русского алфавита, в него входят буквы, специфические для башкирского языка. Это Г, Д, К, Н, И, Ф, У, Х, А. Прошу вас, давайте повторим специфические звуки башкирского языка вслед за мной. Г, Д, К, Н, И, Ф, У, Х, А. Большое спасибо. То есть все буквы, которые на русском языке, так, по-моему, их 33, да? Да, 33 верно. буквы, 33. То есть а на башкирском языке 42. То есть, получается, 9 букв еще добавляли туда, вот, которые только что мы произносили. Вот которые там как внизу, как индекс. Это что вообще означает? Которое Вот внизу. Этот знак седиль под «з» и «th» означает межзубное произношение. Если вы увидели крючок под буквой, произносите ее между зубами. Это «з» и «th». Можно вопрос? Какую роль играл арабский алфавит, когда перешли из арабского на кириллицу? Дело в том, что формирование башкирской письменности, как вы совершенно правильно отметили, происходило в несколько этапов. Арабский алфавит был впервые приведен к единому стандарту в первые годы революции, будем говорить. Это замена «иске имля» старого письма на «яна имля» новое письмо. Этот алфавит получил 28 букв в стандартном арабском, а он получил еще 5 букв для, собственно, башкирских звуков, видимо, из персидского алфавита. В итоге там было 33 буквы арабские. Затем, в 1929 году, решением тогдашней советской власти в Республике Башкортостан, арабский алфавит был заменен латинским, и именно тогда началось складывание современной башкирской литературной нормы. И только в 1940 году, перед началом Великой Отечественной войны, алфавит был заменен кириллицей, латинский алфавит был заменен кириллицей, и именно в таком виде мы пользуемся и до сих пор. Самая поздно добавленная буква в башкирский язык – это «ё». Она появилась в башкирском языке только в 50-м году. А вот эти, получается, звуки Г, З, К, они остались с прошлого языка или они были применены уже вновь созданном кириллице? Позвольте вас немного поправить. Не язык подгоняется под алфавит, а алфавит подгоняется под язык. Звуки в языке были, под них надо было сделать буквы. В арабском алфавите эти буквы были, и для «з» была даже не одна буква, если я правильно помню, 4. Правильно, Аладдин бей? Да. Это «заль», «Заль», «зад», «зад», «заль» «за», и «за». «зо». Итак, как вы видите, для одного и того же звука в арабском могло быть по несколько букв. Весь этот разнобой прекратился, как только был арабский алфавит заменен латинским. «З» стали писать единообразно. Здесь алфавит подогнали под язык, а не наоборот. Вы можете один пример на букву «ё»? Вот какое-нибудь слово сказать, это башкирские слова, начинается с которой буква «ё». Прекрасный вопрос, Аладдин бей. Вы мне своим вопросом позволили перейти к следующей особенности башкирского алфавита. Буквы «В», «ё», «ц», «ч», «щ» не употребляются в, собственно, башкирских словах. Поэтому на букву «ё» ни одного слова вы не найдете. Это только для заимствованных слов типа бронетранспортер, которые переводить было либо невозможно, либо не нужно.
и решено было оставить там это «ё». Что касается «в», она используется в русских, арабских и персидских заимствованиях. Причем произносится она по-разному, но об этом немножко позже. «Ё» чаще совершенно не используется. Что касается твердого и мягкого знаков, они используются при написании арабских заимствований, русских заимствований, а также сложных слов. Например, «кол яулык». Из слов «кул» и «яулык». Чтобы «л» и «я» не смешивалось, не рядом произносилось, пришлось добавить твердый знак между ними. Можно вопрос? Да. Вы сказали, что вот буква «ё», «ци», «чи», «ши» не употребляется. Верно. А почему тогда еще включается вот это в алфавит? Для того, чтобы правильно оформлять запись русских заимствований. Переход с арабской на латинскую основу означал введение собственно башкирских правил для написания всех слов без исключения. Поэтому писали тогда «сырк» вместо «цирк», «поезд» вместо «поезд». Разумеется, при переходе на кириллицу это было устранено. И буква «ё» это самое, одна буква от двух звуков состоит. А можно было вместо «ё» писать «ё», то есть не добавить еще одну алфавит, еще одну букву. Аладдин Бей, вы задаете великолепные и глубокие вопросы. Присутствующим напоминаю, что в азербайджанском языке после 1953 года были исключены из алфавита как раз вот эти самые буквы, которые вносят путаницу в произношение. «Ё», которое обозначает два звука, «ЕО», «ю-я», которые также обозначают два звука, и несколько фонем типа «ц» и «щ», которые совершенно не употребляются. Из азербайджанского алфавита они были в 1953-1954 году исключены, верно, Аладдин Бей? Да. К сожалению, в башкирском языке этот эксперимент не повторился. Я совершенно уверен, что они могли бы в свое время это сделать, но тому помешали общественные условия того времени. Как мы наглядно видим из этого примера, язык — это явление не только чисто теоретическое, но и в то же время общественное. Вот вы часто повторите насчет вот азербайджанский, там арабский, башкирский, татарский. Вообще, настолько я понимаю, даже башкиры понимают турецкий язык. В чем вообще они, получается, вот в одной группе все относятся или как? То есть и какие языки включаются в эту группу? Целестин задал, опять же, очень интересный вопрос. Тюркская группа языков — это довольно разнообразные, но тем не менее взаимосвязанные языки, которые употребляются в совершенно разных регионах нашей страны и за ее пределами. Помимо азербайджанского, турецкого, татарского и башкирского, еще в эту группу входят такие языки, как хакасский, алтайский, караимский, крымчакский, гагаузский и десятки других языков. Что касается еще двух букв башкирского языка, таких как «х» и «в», эти две буквы были созданы специально для башкирского алфавита, и посему ни в каком другом алфавите они не используются вообще. Только Как давно они башкирском. были придуманы специально для башкирского алфавита? Ну, как раз когда вводили кириллицу в 40-й год. Ну вот я этот вопрос вам и задавал-то и в начале, то есть как они появились-то при смене алфавита? Ага, так вы хотите узнать историю современного алфавита, скажем так, по каждой букве отдельно. Ну что ж, я могу вам это сказать. «The» и «к», а также «с» придуманы специально для башкирского языка, но «с» уже имел аналоги, допустим, в чувашском. Буква была заимствована из латинского алфавита, она была там написана точно так же. Буква была взята из латинского алфавита, из того, что был использован для башкирского до войны. Н была создана по образцу буквы из латинского алфавита. Была латинская Н с хвостиком, стала кириллическая Н с хвостиком. Была латинская Н и крючок внизу. Также сейчас стала вот кириллическая Н с таким хвостиком, он называется descender. Буква У была сконструирована по образцу У, вы это видите. Но тоже, получается, она была заимствована из латиницы. Да, она была частично взята из латиницы, вы совершенно правы. Х. Сначала взяли маленький латинский символ, латинскую H, сделали из него кириллическую букву и, соответственно, прописную кириллическую сделали по образцу строчной. То есть, ну, при смене тогда алфавита, когда бы заимствовали алфавит уже кирилличный и отменяли латиницу, почему нельзя было заменить эти, ну вообще как бы тогда исключать эти буквы из данного алфавита? Можно же было ту же самую букву Х, то есть в написании хаумагаз, да, то есть через букву Х русского алфавита. Дело в том, что эти звуки в башкирском языке встречаются системно и носят смыслоразличительный характер.
Есть такие слова, которые отличаются только вот этим наличием, отсутствием этого «г», например. Или вы про «х», про «хаумагас», про Ну первый вот «г», я да? говорю, что- букву «хаумагас» в написании она идет через «х». Почему нельзя было писать то же самое «хаумагас» через букву «х», как в в кириллице? русском. Да. Как в стандартном русском алфавите. Дело в том, что «х» и «х» — это звуки смыслоразличителей. «Хис» означает «совсем не», а «хис» означает «чувство». А поскольку это звуки смыслоразличителей, это фонемы, им нужна отдельная буква для отображения этого звука в алфавите. Но тогда с буквой «й» непонятно. А эта буква была добавлена в башкирский язык, как мы уже сказали, Ну, для это того, чтобы понятно, оформлять что она русские была. заимствования. Для того, чтобы с «ё» Но опять же в русском алфавите сейчас букву «ё» в основном как бы начинают отменять, не применять. ну, был Почему такой- тогда не отменить ее был- в башкирском алфавите? Вот отменят ее в русском, тогда встанет вопрос об отмене этого знака в башкирском языке. Тогда действительно не будет необходимости. Если уберут из алфавита «ё», в чем я лично сомневаюсь, все-таки иногда бывают такие случаи, когда без «ё» не обойтись. Слава прабабушек томных, домики старой Москвы, из переулочков скромных все исчезаете вы. Без «ё» здесь не поймешь. То ли вы все исчезаете, то ли вы исчезаете в долгое время. А теперь я прошу вас обратить внимание на следующую таблицу. Как вы думаете, почему в нее внесены только некоторые буквы башкирского алфавита? Не все сразу, а только некоторые. Гласные буквы. Совершенно верно. Эти буквы обозначают гласные звуки башкирского языка. Есть одна важная особенность, которая отличает башкирский язык от русского и роднит с другими тюркскими. Эта важная особенность называется гармония гласных. Гармония. Гармония гласных, он же сингармонизм. Сингармонизм. Это одно и то же. Можно говорить гармония гласных, можно говорить сингармонизм, это синонимы. Для начала нужно сказать, что башкирское слово состоит из корня и присоединяемых к нему частей, называемых аффиксами. То, что в русском языке называется приставка, в башкирском языке отсутствует начисто. Перед корнем ничего не ставится, только после него. Поэтому мы не говорим слово суффикс, мы говорим аффикс. Понятно. В пределах одного башкирского слова, в корне, могут встречаться либо только гласные, вот в верхней части таблицы, либо только гласные нижней части таблицы. Научный термин для этих гласных – гласные заднего ряда А, О, У, А для этих гласных в нижней части таблицы это гласные переднего ряда. Еще какой-то термин есть, ведь правда, Аладдин Бей? Не только задние и передние. Да, легкие гласные и твердые гласные. Да. Они Совершенно верно. Мягкие гласные и твердые гласные. Калан худан калар, йомшак худан калар. Мягкие – это переднего ряда, твердые – заднего ряда. Как этот гласный, как на башкирском языке? Худанкы. Хузанки. Худанкы. А почему «и» вынесено отдельно? Так, вот этого вопроса я и ждал. Совершенно справедливый вопрос. Дело в том, что «и» – это такая коварная фонема в языке, вот в отличие от азербайджанского, Аладдин Бей, там «и» стояло бы где-нибудь вот тут вот, а оно с «ы» гармонирует, правда? А почему в башкирском вдруг здесь она оказалась? Да дело в том, что «и» в русских и арабских заимствованиях – это гласные заднего ряда. Гайля. Видите, там «а», «и» в одном слове, поэтому она заднего ряда. Фатир. Опять «а», «и» в одном слове, значит, она заднего ряда. А как только речь идет о башкирских словах, собственно башкирских, тюркских, это сразу становится гласным переднего ряда. После реформы башкирской орфографии 1982 года есть в башкирском еще такое правило. Все русские заимствования считаются словами с гласными заднего ряда. Пусть там будет вот это «е», пусть там будет там как в слове «экран». Это все равно считается гласные заднего ряда. В русском все гласные воспринимаются как задние. Когда вы присоединяете значит, аффикс к корню слова, то надо учитывать характер гласного. Если в корне гласные задние, то и в аффиксах они будут задние. То есть цепочка такая: корень и потом аффиксы, 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 аффиксы. Именно так получаются страшно длинные слова, типа «ядоусалара бадга», «канагатландерельмагандан» или что-нибудь в этом роде. Еще одна типология гласных, помимо передних и задних, это широкие гласные и узкие. Почему они так названы, как считаете, Ирина? Но некоторые, наверное, так произносятся широко. Да, с широким раствором рта.
Только я понять не могу, какие там. Наверное, широкая будет. Слушайте, прекрасно. У вас логика блестяще работает. Итак, А все, что снизу, все, наверное, узкое. это широкие гласные. Селестин, можешь ориентироваться на такие слова во французском, как calme? Calme. Широкий, Да, calme. вот, широкий. Вот такой должен быть у тебя в башкирском. И faire – делать. Faire. Железо. Нет, не faire, а faire – делать. Fire. Делать. И видишь, тут ключевой момент. Когда, вот и во французском вы заметили, он сейчас перепутал слова «делать» и «железо», только потому что там один узкий гласный, а второй широкий. В башкирском это тоже возможно. Кильгандер, они пришли. Кильгандер, он, наверное, пришел. Какой-нибудь интересный момент в этой таблице заметили? Ну, опять буква «и» у нас в среднем идет. Так, прекрасно. Еще и 3 сразу «и» там. 3 «ы». «е». Так, а почему «э» и «е» написано не через запятую, как этого ожидалось, а через слэш? Вот видите, тут где 2 написано через запятую. А почему здесь слэш стоит? Или может. Ну, или в каком-то смысле, да. Здесь правило простое. Если это начало слова, буква первая в слове идет, то она пишется так. Эшмякар. Если это середина или конец слова, то вот так. Это просто, верно? Ну, читается как «э». Да, совершенно как она и читается. Но эта буква вы еще не сказали- как «е» читается. Правильно? Еще как «е». Ага, в начале слова, если вдруг вы «е» видите в начале слова, то это 2 звука. Е-э, емеш, ете, етешедык. Замечательное слово на тренировку произношения. А вот вы сказали эшмекер. Получается, Эшмекер. первая буква будет вот а вторая уже... Вторая будет широкая «а». И третья тоже. А почему? Эшмекер. Почему так, если вы говорите, что если в начале слова, то В начале а если в не середине, «а». то... Вот, вы опять перепутали. Не «а». А мы вот про эти буквы говорим. В начале слова пишется «э». «А» тоже бывает в начале слова, но ее четко слышно. «Ад». «Адам». Слышите, что это «а», это широко. Итак, вот вам самое главное научиться правильно произносить эти звуки именно в плане широко открывать рот или не очень широко. Да-да-да. Итак, давайте произнесем их сначала отдельно, потом в противопоставлении. Можете себе под подбородок руку подставить, и чтобы он у вас там упал. Да, вы видите, он с заднего ряда, он, вот Селестин его замечательно сейчас произнес, прекрасная демонстрация Покажи. башкирского звука. И, во. И теперь переднюю пару к нему. Уже не так широко, назад не надо. Можно чуть-чуть поуже его, но он все равно должен у вас быть широкий. Это не Это Хорошо. Там дальше будут примеры слов, мы еще потренируемся. Следующая пара ОЭ. Это узкие огубленные гласные. Значит, берем русский звук О, русское О, как вот он же огубленный у нас, правда? Огонь. Вот, да, берем узкое ударное О, спасибо, Селестян. О. И оттуда произнесли кратко У. О. Нет. О. О. Сложно. Так. О. 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 У из этой позиции. О. Вот это мне и надо. Спасибо. Что нам? Хорошо? Так, прекрасно. Только у вас он очень утрированный получился, но это хорошо для начала. Так, Селестян? О. Да, прекрасно. Так, Аладдин Бей? О, вот, у вас сразу хорошо получилось. Сразу видно, вы носитель тюркского языка. Попробуйте. О, вот. Хорошо. Так, с чем важно не путать этот огубленный О, так это с неогубленным его вариантом Взяли башкирское О. Умеем уже все произносить? Взяли башкирское О. И теперь растягиваем губы как только можно, улыбаемся. Вот он у вас получился вот этот звук. Это не русский это совершенно другой звук. Его в башкирском просто нет и быть не может. Повторите, пожалуйста, все. Так, прекрасно. Передняя пара
вот и образуется следующим образом. Взяли звук и из этой позиции кратко произнесли Вот, да, он почти, он по этимологии соответствует как раз азербайджанскому «ü», вот которое с умляутами, умляут. Так, взяли и кратко «ü» из этой позиции. Вот, прекрасно. Так, давайте теперь вы. Вот, замечательно, превосходно. Дальше. Великолепно. Слушайте, у всех фонетический слух уже, видимо, навострился. Вот, великолепно. Попробуйте. Так. Так, прекрасно. А вот этот звук самый простой, это просто русское ударное «и». Что касается специфических согласных звуков башкирского языка, вы здесь видите их все, большинство из них получается простым каким-то изменением, путем небольшого изменения соответствующего звука из русского языка. Вот здесь как раз проще, здесь можно русские согласные приводить. Селестин, какие два из этих звуков ты можешь уже произнести без всякой ошибки и без всякого затруднения? С, Д. Звонкий «з». З. Метриз. Метриз. Седиль, крючок под буквой, обозначает межзубное произношение. Взяли «з», засунули язык между зубами, получили «з». Взяли «с», язык между зубами, получили «th». «Th». Так, давайте потренируем эту пару. «з», «th». З. Д. Так, отдельно. З, Д. Так. З. Про «з», «з», «с», «th» мы выяснили. Крючок под буквой есть межзубное произношение. А теперь займемся, например, вот этой парой. Это произношение не межзубное, а носовое. «Th» и «н» не встречаются в начале башкирских слов никогда. А вот эта пара очень занимательная, очень занимательная. Вот вы ее, кажется, упоминали, что почему нельзя «гаумага» писать через «х». Вот сейчас я объясню, почему нельзя. Вот этот звук, оно, конечно, в русском языке эта буковка есть, но вот это в башкирском, это не «х». Это резко и с храпом, как у грузин. «Х». «Х». Вот. «Х». Нет? У вас русский «х». Вот. Надо прохрипеть. «Х», да. Это резко и с храпом, как у грузин, у осетин, у прочих кавказских товарищей. Это «х». В арабском, кажется, тоже есть. С «х» разобрались, теперь переходим к этому звуку. Это просто выдох. Здесь хрипеть не надо, здесь надо просто выдохнуть. «Ха». «Ха». У вас только гласные слышно. Надо. «Ха». «Ха». Согласный должен быть слышен. «Ха». Зачем так глубоко? Просто. И все. Но он в азербайджанском есть, вам не трудно, верно, Аладдин Бей? Попробуй эти два звука рядом произнести. Да. Во. Афарин. Рахмат. Вот, кстати, рахмат. Замечательное слово на тренировку звука «х». Там «х» пишется, поэтому это с храпом. Теперь уже знаешь. Рахмат. Рахмат. Так, эти два. Х, х. Прекрасно. Х, Х. Вот теперь я от вас услышал то, что нужно. Большое спасибо. Да не Рахмет. Рахмат, Турктер. Рахмет. А теперь перейдем вот к этой забавной паре. Почему я ее упомянул только сейчас? Вы все записали закон гармонии гласных? Задние, передние гласные, это все есть, так? Да, а теперь добавьте следствие к закону гармонии гласных. В словах с гласными переднего ряда, с мягкими, пишем «г» и «к». В словах с гласными заднего ряда пишем «г» и «к». Вот прямо туда же, где у вас табличка с гласными, можете добавить. Вот к верхней строчке можете добавить прямо «г», «к». То, что с гласными переднего ряда, это «г» и «к», обычные, которые в русском есть.
И опять же, еще одна статистическая закономерность. Мягкий знак используется в словах с мягкими гласными, твердый, естественно, с твердыми. Этот момент понятен, правда? Мы произношение еще не произносили. Так, вот эти согласные, поскольку они произносятся с гласными переднего ряда, произносятся чуть-чуть мягче, чем по-русски. Г, К. Г, К. Вот, приблизительно вот так. Кстати, ты, Селестин, можешь... Гарсон. Гарсон, вот оно самое, гарсон. Вот на это слово. И на 4, на 4 можешь ориентироваться. А вот это, господа, целая эпопея. Взяли заднюю часть языка. Ее брать не надо, ее надо активировать. Произнесли русский «г». Г. Смычку почувствовали? Г. «Г». Задняя часть языка смыкается с небом. А теперь убрали эту смычку и произнесли «г». «Г». Вот. Прекрасно. Легко, правда? Так, звонче, звонче. Г. Г, 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 Г. Оно самое. И Хаумакага. афарин, егет. Что касается «к», опять же, задняя часть языка активирована, и «к». Вот. Твердый приступ и К. «к». Вот. Взяли позицию для «х», который с храпом, и сделали смычку. «К». Да. Вот это вот я и хочу услышать. Так, попробуйте вы, Аладдин. «К». В азербайджанском она, кажется, полностью заменилась, правда? Да, нет. Есть только «г». Г есть. Гуран? Да, Гурам. Прекрасно. А вот эти три вещи я хотел бы объяснить следующим образом. Есть такой замечательный звук в башкирском языке, которому не придумали букву в алфавите. Ну, не то чтобы не придумали, она есть, допустим, у белорусов, у карачаевцев, у балкарцев, но ее, к сожалению, в башкирский алфавит так и не ввели. Это «в». Самый легкий звук, но сейчас будем учиться, как его правильно записывать. «В». В. Обратим внимание на правила записи этого самого «в». Буквы для него в алфавите нету, надо изощряться. В начале слова всегда пишется это вот так. Поэтому пишем через «в» такие слова, как «ватан», «вакиль», «вакира», «вазифа» и так далее. Как вы заметили, это собственно башкирские слова, как вы думаете, или Нет. заимствованные? Заимствованные. Как правило, это заимствования арабские. Персидские, кажется, тоже есть, но поменьше. В азербайджанском языке, я так понимаю, это все перешло в «ватан», «вакиль». Да, буква В. А здесь он называется билабиальным или губно-губным, двумя губами. «В». В середине и конце слова. Вот это забываем начисто. В середине и конце слова не используется для «в». Для «в» может быть, но только в русских словах. «В» — это совершенно русская фонема. И чем мы руководствуемся, когда выбираем «у» или «ы» для «в»? Твердое или мягкое? Совершенно верно. Как это называется? Заднего или переднего ряда? Закон Сингармонизм. сингармонизма. Потрясающе. У нас на башкирском языке вообще не было слова, Которые начинаются на «вау». Не было. допустим, тот же слово вак, кюллек азхине, эпос Урал-Батыре так, да, вак, слово вак, это мелкое, правильно? Да, только оно... Это башкирское или не башкирское слово? Это слово общетюркское. Получается, тогда опять же возвращаясь к эпосу Урал-Батыр, буквы «В» не было, и там изначально в исконном, то есть как бы к чему клонит Аладдин Бей? К тому, что изначально, когда писалось это все по-другому, Изначально это все писалось на арабской графике с единой буквой для В, У, У, О, Э. Для 5 звуков была одна и та же буква «вау». Из-за этого и вся путается в современной фонетике. Вот слово арабское, да, вакт, правильно? Вакт. Время. Да. Да. Башкиры так как пишут? Вакт. Вакыт. Пишут через «в», произносят... В пишут и вакыт. Я думаю, что и произносит вакыт. Нет. Так реально в языке никто не произносит. Так произносят только те, кто только начинает учить язык и не знает вот этого правила, о котором мы сейчас говорим. По правилам и в реальной речи только «вакат». «В».
Х, х. Не прохрипели? Х. Нет, не выдох, а хрип. Х. Во. Вот это я и хочу услышать. Х, х. Х. К, к. Прекрасно. Теперь звонкие эти же. Г, г. Так, замечательно. Теперь межзубные. З, д. Так, у всех получается. Теперь давайте межзубные глухие. С, th. Прекрасно. Я надеюсь, что, несмотря на обилие теории, эта тема показалась вам, в меру увлекательной, что я вас не слишком сильно этой темой утомил. А теперь давайте пойдем дальше. Вот наше прекрасное первое слово. Сейчас громко, четко, с чувством, с толком, с расстановкой давайте произнесем. Хаумахагар. Хаумахагар. Вот, прекрасно. Еще и поставленная нормально. Хе. Хаумахагар. Хаума. Нет, хрипеть не надо. Хаумахагар. Просто выдыхаешь. Открыл рот и выдыхаешь. Хаумахаге. Хаумахагар. Хаумахагес. И «д» на конце. Да. Хаумахагар. Хаумахагес. Здесь, кстати, что еще замечаете вот в первом слоге? Сразу же идет гласный после гласной. Не совсем гласный после гласного. Здесь «у» не гласный. Это здесь «уэ». Все понятно. Есть такой замечательный закон в башкирском языке. Как правило, в корне слова, в основе слова, гласные и согласные перемежаются. Согласный, гласный, согласный, гласный, согласный, гласный. В такой последовательности. Два гласных подряд. Это очень плохо. Это вообще mauvais ton. Это отвратительно, это не надо, это нехорошо. Поэтому здесь не «у», здесь «в». И слог здесь один. Хаумагагаз, 4 слога. Но здесь явно мы видим, что АУ – это гласный звук и смысл здесь, который не должна быть. Да. Хаумагаз. Здесь «в» не гласный. Здесь хаумагагаз. Ну, почему тогда не пишут гласный? Писали бы согласный и все. Это опять же вопрос к составителям алфавита в 40-м году. Опять же вопрос к составителям этого чуда алфавита, который вот все учел, а вот «в» взяли и забыли. На этом наш урок подошел к концу. Я очень вам всем благодарен за проявленную активность на нашем уроке. Надеюсь, что он вам всем понравился. Хау было второго. Я пока поняла, что нужно запомнить правильное расположение башкирских букв в алфавите. Это нам пригодится, например, при пользовании словарем. Я запомнил вот что. Чисто в башкирском языке буквы «ё», «ц», «ч», «ш» не употребляются вообще. Запомнил больше всего то, что буквы «к» говорятся гортанно, а буква «з» – это как в английском языке через меж зубов. Я не думала, что так сложно для меня это будет. Вот. Интересно то, что в башкирском языке нет приставок, есть только корни и аффиксы. Я знал, современный башкирский язык сложный. Но так сложный я не знал. Сегодня я чувствую тонкость языка. Мне очень понравилось, что мы больше уже изучаем глубже этот язык. Это только первый урок, и у меня уже такая уверенность в себе, что я скоро башкиром стану. Ханау. Вакиль. Все вместе. Вакиль. Ватан. Вакиль, ватан. Кахуа. Кахуа. Коран. После паузы дайте мне хорошую Коран. 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 Коран.